друзья, сегодня на утепление трубок. Это чисто якутская тема. Утепление теплотрассы. Вот. Машинка будет Toyota. Прошу любить и жаловать. Классика жанра. Оба! Нох, Toyota Нох. Две печки. Оба. В общем, хозяин автомобиля говорит, что у него до этого Lexus был. 3 сколько? 3,5. 3,5. Конечно, там будет жара в Lexus 3,5. А здесь у нас жары такой не будет. Ну вот видите, сколько грязи. Смотрите, сколько грязи. Это все сейчас ко мне прилетит, блядь, сюда. Вот я только что подмел. В общем, сейчас буду утеплять вот эти трубки. Вот это все. Буду утеплять. Это надо все делать. Блять, по идее на подъемнике, ё-моё. Ё-моё. Ладно. Буду тут сейчас ковыряться. Итак, тема такая. Надо вот эти все трубки утеплить, обтянуть. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И туда. Вот до сюда. Вот до сюда. Ну тут все грязно, короче. Прям жесткой грязи много. Видите, все сыпется, блин. Ну попробуем, попробуем. Так, фото. Бах. Так, что получается, ребята? По красоте, блядь, по красоте должно... По красоте должно быть... Бля. Так. По красоте должно быть вот здесь. Хоба. Защита. Под защитой. Снимаешь эту пластиковую штуку. Все, все, все. Чем больше стяжек, тем лучше. Чем больше стяжек, тем лучше. Смотрите, сколько стяжек. Вот. Ну, это, в принципе, работа такая, как бы, щепетильная. Щепетильная работа, на самом деле. Надо иметь яму. Руки устают, пальцы устают. Тут запихивать это все. Ну, как-то так. Сейчас еще чуть-чуть вот здесь добавлю парочку стяжечек. Вот здесь, наверное, одну. И вот здесь вот тоже еще одну поставлю. Это я перфекционист, поэтому мне надо, чтобы никаких... Ну и вот сюда добавлю тоже. Все, и буду закрывать это все дело. Потому что пора домой. Ну вот, видите, как все везде грязно. Глушитель грязный, все грязное. Вот такое состояние. Грязь, грязь, грязь. Сколько тут килограмма грязи просто так возится, неизвестно. Вот. Ну, ходовка простая здесь. Вот балк вот такого загнутого типа. Две пружины, амортизатор. Пружинки даже у него проставок нет. Надо ему поменять пружины Тросавто красные поставить. И вперед проставки. И все, и четко будет. Так, резина. Так, что-то тоже какое-то китайское, по-моему, что-то китайское. Ага, на шипах. Итак, все, собираем. Так, что получилось у нас? Хоба. Смотрите, сколько должно быть стяжечек. Сзади тут экран. Экраном, сзади экрана проходит теплотрасса. Короче, это принцип такой же, как, допустим, у вас частный дом. Если вы не утеплили теплотрассу, у вас идет, допустим, там до гаража, просто тепло будет теряться. А у нас, у гибридов, очень-очень запитано на это поглощение тепла. Поэтому, если это не сделать, ну просто, вот единственное, то, что я вот здесь не могу утеплить, потому что здесь такой кронштейн, если я его один раз его вниз спущу, он уже больше туда не зайдет. Поэтому вот небольшой вот этот кусочек, тут еще грязи столько навивается. Единственное, что я не могу тут сделать, это вот утеплить вот этот кусочек. Но тут уже не столь важно. Главное объем, главный объем утеплен. Главный объем закрыт. Теплопотери уменьшены. Вот, такие дела. Это как в гаражах, блин, тоже. Это такая распространенная тема сейчас. Утеплять теплотрассу называется. Вот. Калории часы считать.
Ну все, сейчас подметаю все здесь. И отпускаю клиента. Ну вот примерно вот столько выходит. Столько примерно выходит стяжек. Приходится замораться в любом случае. Куда не денешься, потому что вот все сыпется. Поскорее отсюда убирать, пока еще что-нибудь не насыпалось. Так, сейчас посмотрим, говорит, что-то гремит у него. Он вот так начинает как дребезжать, он вот там вот дребезжит, вон в том сочленении, вот в этом сочленении. Вот это. Моток уже отсюда можно, да? Нет, это надо лучше снять. Да? Да, ну я у себя снял. Ну, в принципе, она так ходит, только у тебя еще надо одно одеяло, автоодеяло. 2 штуки. Одно вот сюда в края запихивать, прям вон туда. Понял? Вот, допустим, 2 купишь, вот это вот до упора сюда, вот это вот берешь, до упора прям туда его запихиваешь. Понял? И второе такое же одеяло до упора туда. Понял? Потому что это жестко будет. И еще, если ты будешь по трассе ездить, а у тебя пластика, кстати, нет. Или его тут нету? А, блин, нету, да. Нету пластика. Ну такой плотный намордник. Единственный косяк, то что нету окошек. Если по трассе поедешь, можешь закипятиться. Но это мой, как бы, у меня был косяк. То, что я закрытым этим. Бывает же у нас резко климат меняется. Иногда минус 50, иногда бах! 20-очка, 30-очка. Ну да, вот фильтр вот так вот он гремит вот здесь, вот, бывает. Ну а ты ЕГР чистил? Вот этот вот клапан. Его надо по-любому чистить. Как-нибудь приезжай, почистим тебе свечки, посмотрим. ЕГР почистим. А антифриз менял? А, антифриз ты же говорил менял. Ну вот это стоит. Ну вот почему-то хозяин рассказал то, что у него 7 литров, да? 7,5. Но я вчера здесь менял в двигателе и полностью выдул с печки 10 литров вышло. Поэтому Best Oil, ребята, под вопросом, что они там меняют. 3 литра, грубо говоря, осталось там. Они, получается, замешали. Не, они не выдували. Не выдували? Нет. Да, я вот выдувал, потому что у меня целая ванна почти образовалась. А когда выдуваю, вот я через печку, даже с блока не надо скручивать. Она прям как-то каким-то образом из блока тоже выливается. Потому что печка, самая нижняя часть печки получается. И поэтому из блока тоже выливает. Ну, как бы я на своей машине проверял. Так. Ну все, будем выезжать. Сейчас еще хозяину покажу, как пользоваться печкой. Сейчас пойду переоденусь и руки помою и покажу, как печку включать, чтобы вот этого калмачения постоянного не было. Ну, примерно лайфхак расскажу. Ну и вам, ребята, тоже подскажу, как кто, может, не умеет пользоваться. А сейчас парню покажу, как пользоваться печкой. Опа! Правильно, пользоваться печкой. Итак, тут какой-то штатив или что? Кий. Бильярдный, да? Так. Ну, он почти правильно ездит, смотрите. 26. Сейчас на 3. Хоба. Климат на 25. Заднюю печку хай никогда не ставьте, ребята. Иначе вы просто без штанов останетесь. Ну вот. Задняя печка где-то тоже 2-3 деление. 25. Все этого достаточно. И долго стоите, эко-режим. Хотите прогреться, Power. Стоите где-то, эко-режим. Только где-то встали, там магазин, туда-сюда, нажали кнопку вот эту, чтобы тепло не выдувалось. И все, тогда ваш гибрид будет нормально экономить. Сейчас мы посмотрим, сколько у него тут расход показывает. 28 литров на 100 километров. Ну да, что-то потяжелый. Ладно, это мы сейчас обнулим. Так, и эту обнулим, наверное, тоже. Трип А, да? 1300, это ты что такое делаешь? Не, просто. Просто. Я, короче, когда Трип Б обнуляю, когда масло меняю. Обнуляю. Масло поменял, обнулил. А Трип А я всегда, когда, допустим, 10 литров заправил там или сколько. Ну, полбака, допустим, косарь заправился, обнулил.
119 Я пробег. всегда полный заливаю. Ну когда полный заливаешь, просто бери, обнуляй вот так чпонькс, и все. И потом посмотришь, насколько у тебя до лампочки пойдет. Ну вот. Второе положение у меня масло всегда. Да, это масло, по-моему. Да, 1336. Ну и все, в принципе. Ну вот, 25 печка. 25,5, в принципе. Ну, сами представьте, когда на улице будет 25 градусов. Это же вообще нормально. Это лето. А в летом вы в чем ходите? В футболках, а вы сидите сейчас. Ну вот, в куртках сидят. Все в куртках сидят, в ватниках, в куртках. И еще хотят, чтобы у них было хай вот это вот. Если я сейчас хай вот сюда поставлю, конечно, он заведется. Вот смотрите. Сейчас он заведется. Но так как мы в помещении сейчас, он не заведется. Но выдует тепло и заведется. Тем более у него сейчас второго лобового нету. Вот это косяк, конечно. Надо обязательно второе лобовое. Ну и пэт-пленки надо клеить в круг. Тут есть уже? Да, есть. Да, вот эти есть, но в круг нету. Или в круг? В круг? В круг надо. Вот эти тоже пэтом надо делать. Я этот поставил, потом убрал из-за этого. То, что у тебя отлепляется, да? То, что, ну, эту можешь не делать. Вот эту сделай. Вот, это тоже теплопотери получается. Плюс все стекла надо тоже. Да. Заднюю тоже обязательно. Все. Да, все в круг. И нормальный делать потолще скотча, не так, как я там парней показывал лазером, который вырезает. У них чисто скотча не закупили, видимо. И не хотят что-то менять. Но это уже как бы на их... Это ихняя тема. Но вырезать вырезают, в принципе. Но опять-таки там вырезали, у меня тоже такой косячок есть. Вырезали слишком. Сейчас слишком заподлицо вырезали. Прям вот тут надо реально оставлять чуть-чуть. Вот видите, сколько тут зазора? Почти палец. Палец, да, залазит зазора. А у меня они вырезали прям впритык, и она вот об эту резинку трется, бля. И такой звук противный вообще. Я хочу ее просто оторвать. Как раз она у меня вот с моей стороны вот здесь вот трется, и такой звук, блин, противный. Аж бесит. Ну все, буду отпускать. На ЕГР приезжай. Ты батарейку, говоришь, проверяли там компьютером, да? Да. Ага. Но компьютером проверять батарейку, это такое, как бы, надо в любом случае снимать, чистить, потому что вот здесь сетка есть, вот здесь, вот видишь, под ногами. Там, кстати, сетки нет. И вот, да, кстати, еще и сетки, если нету, еще тем более, ну, грязновато. Ну, сетка есть, но там губки нет. Губки нету. Ну, посмотрим, в принципе. Надо снять, проверить. Может быть, уже пора уже ему перекидочку делать или еще что-нибудь в этом духе. Ну, как мои видео смотришь. Пока не проморгать хорошее состояние батареи. Ну, это мое мнение, так скажем. Пока батарея четкая, надо ее не просрать, так скажем. Потому что если ты проморгаешь, а она быстро умирает, кстати, вот почему-то вот на Нохе быстро умирает. Потому что тут тепло, считай, от печки идет, плюс вот коврик грязный. Все туда летит, вся вот под сиденьем тут все нагревается, блин. Плюс эти воздуховоды идут туда. Постоянно на батареечке вообще жесткая температура у нее. Ну вот, ну это мой опыт, так скажем. Ну все, давай, дружище, будем прощаться еще раз. Все, выезжай, пожалуйста. Там записывайся, там как тебе удобно будет. Погоди-ка. Тут что-то завалено маленько. Давай. Сейчас тебя выпущу. Буду выпускать парня. Тоже Esquire, видите, гибрид, все дела. Включил скорость, даже не слышно ничего. Ну, меня тоже загонюсь, наверное, пожалуй. Пожалуй, загонюсь. Но утепление печки, сами думайте, ребята, надо вам это или не надо. Но я считаю, что надо. Я считаю, что надо. По-любому. Ну и мороз. Вот опять у меня сосулька образовалась. Знаете, какая хорошая сосулька. Эй, ты куда? Очередной раз сосулечка образовалась. Знаете, какая классная сосулька. Надо ее растопить. Посмотреть, что она из себя представляет, эта сосулька. Четко. Ну да, надо мне же тачку пока поставить. Все, где-то часик. Но у меня вот на 24 стоит. На 24 у меня стоит, ребят.
Опять не видит ключ, который у меня в кармане. Вот такие дела. Ну, утепляться у нас жестко надо, прям вообще жестко утепляться надо. По-другому никак. Иначе просто замерзнет машина. Теплопотери будут. Вот 1,7 у меня показывает почему-то. Е-мое, надо, короче, колеса тоже. Колеса. Что я еще заметил, ребята? Смотрите. Сосок. Ладно, этот сосок не пропускает. А здесь у меня, блин, резина жестко замерзла. Смотрите, слушайте. Вот. О. О. Ё-моё, блин. Крутится, сосок крутится, и он пропускает. Сейчас буду снимать колесо. Ё-моё, блин. Да делать, а что делать? По-другому никак, иначе так ехать нельзя. В общем, чуть-чуть отступление небольшое получилось. Вот, сосок умер. Пришлось быстренько поменять. Хорошо, у нас уже шиномонтажка тоже есть. Вообще четко. Получается, у меня один остался сосок. Вот это тоже вчера поменял. Сейчас вот этот поменял. Остался вот единственный сосок у меня спереди. Но я его герметиком тут приклеил. Не знаю. Но он скоро меня подколет. Поэтому я в любом случае буду его менять. В ближайшее время. Ну ладно. И, кстати, самая четкая вот эта вот система, всем рекомендую, ребята. Вот сейчас она мне спасла 2 колеса. 3 колеса она мне спасла, вот эта система. Да. Вот 1,7 она почему-то мне сейчас показывает. Какого-то хера, блин. 1,7 тоже показывает почему-то. Что ты, свистишь, что ли, блин? Ладно, погоди-ка секунду. Да, перекрутил я его. 2,4 стал показывать. Нормально, все четко. -1, у него даже есть температура. В общем, вот эту штуку я всем, ребята, рекомендую в Алиэкспрессе заказать, там в Валбересе. Их много вот таких вот систем. Но вот почему вот эту именно я систему люблю. Ее можно везде с собой носить. Хоп, сюда положил рядом с колесом. Сразу посмотрел, сколько там у тебя давления. Бывает вот сюда крепят, вот сюда наверх крепят. Бывают стационарные такие штучки. Но я рекомендую все-таки вот такую мобильную штуку иметь. Вот как-то так. Ладно, ребята, буду ставить на место. Такие форс-мажорные обстоятельства. Но, еще раз я говорю, он мне спас 2 колеса. Вот этот прибор уже мне спас 2 моих новых колеса, потому что я в этом году летом их покупал. И всегда, ребята, меняйте, вот особенно зимой, пока не поздно, поменяйте соски. Вот к своим соскам подойдите, вот так поделайте. Если пш-пш-пш есть, меняйте. Вот как видели у меня, я двигал, она пропускала. У себя тоже вот так вот поделайте. Да даже если не поделаете так, лучше заранее поменяйте, если куда-то на дальники мотаетесь. Это мой вам лайфхак, ребят. Вспомните меня, когда у вас соски вот эти пропустят. Я-то, в принципе, могу его всегда отремонтировать. Ну, если там прокол туда-сюда, у меня всегда с собой есть этот набор для ремонта. Но сосок я не смогу отремонтировать. Как вот я в отпуск ездил, у меня тоже сосок протекал на другом лите. Ну, пропускал. Я еле-еле доехал, короче, до шиномонтажки и там поменял все соски себе. Вот такие дела. Соски меняйте, ребята, соски. Ну, в общем, не дай бог. Не дай бог вот это вот мероприятие застигнет вас в 50-градусный мороз, ребят. Это будет пипец вообще просто. Это будет просто жесть. Так что
лучше сразу это в тепле, в гараже найти, устранить эти мероприятия. Вот. Это мое личное мнение, потому что не дай бог там где-то как-то. Сейчас мороз у нас лютый. Прям лютейший мороз сейчас стоит. Не дай бог. Никому не пожелаю такое волшебство, так скажем, с колесами в 50-градусный мороз. Это будет вообще ужасно. Вот даже сейчас посмотрите, просто стоишь, просто на улице вышел. Просто выходишь на улицу, охуеваешь. Такие дела. О, Женя. Ну и чуть-чуть еще расскажу, ребят, по поводу вот этих вот этого приборчика, да. Он реально спасает, вообще прям реально спасает. У меня он вот так вот сделан, просто я его вожу с собой. Вот тут вот хоба. Батарейки там, фиг с ним, эти батарейки я меняю там постоянно, эти батареечки, ничего страшного. Новую батарейку ставишь там, ну, грубо говоря, неделя и все, они дохнут. Но зато за эту неделю я столько могу денег заработать. Потому что новогодние праздники, ну и вообще, как бы, смотрите, туманище, это просто, я вот на видео уже выходил, просто дышал, и уже туман, такой спертый, такой спертый воздух прям, ну не дай бог сломаешься где-то, это пипец, с колесами будешь там возиться, блин, спину себе загнешь, блин, там, отморозишься весь, блин. Ну, конечно, если ты там не подготовленный, там, ну, как правило, в принципе, ну, у меня ватники там туда-сюда, но все равно, перчатки, но у меня все равно прихватит, как ни крути, блин. Поэтому вот этот приборчик рекомендую, ребят. Вообще, вот каждому в Алиэкспрессе купите. Выручает жестко. Ну, и сосочки вот эти вот, вкусовые сосочки поменяйте, в принципе. Я-то тоже думал, что они у меня нормальные. Потому что я летом покупал, говорю, что, давай сразу соски поменяем. Он говорит, да, типа нормальные, потрогал их. Еще японские были. Вот. Но видите, как эластичность теряется, дубеют они, замерзают. В общем, как-то так. Ну, плюс еще, конечно, промазывать герметиком надо. Ну, прям уж по красоте, если делать. Герметиком надо по-любому промазывать борта. Мало ли. Но это нужен герметиком промазывать тому, у кого нет приборчика, потому что он может просто проморгать. И из-за этого герметиком проделывает, когда ты проморгал давление. И хотя бы какое-то будет у тебя момент, что ты подольше давление, блин, ну как выдержишь, так скажем. На 1 килограмме ты будешь ехать там, вот, на 1 очке, на 1 баре. Поэтому герметик тоже как бы нужен. А если у тебя резина новая, обод нормальный, как бы не это самое, не кривой, не косой, то там не обязательно, наверное, герметик этот использовать. Но у нас в Якутии как бы сурово тут все. Лучше, то есть хуже не станет из-за того, что герметик. В общем, погодите-ка, надо вырубить музон, а то заблокирует. В общем, мороз капитальный. Минус там, я уже даже не знаю, сколько уже минус, наверное. Ну, когда вот такой жесткий туман, ну, больше 40. Стопудово. Вот машина впереди едет, что-то там газует, и уже еще больше становится тумана, блин. Вот такие дела. Ну, в принципе, нам повезло то, что у нас японская техника выручает. Ладно, всем пока, подписка, лайк, репост приветствуется. Ну что я могу сказать, ребята? Смотрите, какой термометр что показывает. Минус 50. Это вам не шутки. Расскажите, пожалуйста, что здесь случилось?
Значит, здесь произошло возгорание горючих смесей и материалов, повлекшее по неосторожности повреждение имущества на сумму, превышающую размеры 10 минимальных окладов, в результате чего был установлен ряд нарушений должностных лиц, а конкретнее несанкционированные действия по обеспечению безопасности, а также неправомерное обращение со средствами, выделенными для противоборства подобных ситуаций. Причем без необходимых документов со стороны уполномоченных отдела УФНКС по УВД Юго-Западного Остановите, округа. пожалуйста, секунду. Простите, вы не могли бы сказать, ну, все то же самое, но только нормальными словами? Да? Работаем. Вот эта хуевина загорелась, а этот пидас недоделанный начал ее водой поливать. Он же под напряжением. Ни хуя не делают, ни хуя не работают, проворовались, все, и все нахуй. Виктор Терпила, специально для НТВ.